Сахалинскую область России первые случаи коронавируса привезли из Латинской Америки. Среди 4 первых пациентов в этом российском регионе с COVID-19 были 3 туриста с Кубы и 1 житель Китая. СМИ Дальневосточного федерального округа, ДЕФ, России обратили внимание на тот странный факт, что уханьский вирус проник в дальневосточные регионы не из Азии, а из Европы и даже Латинской Америки. К примеру, в Сахалинской области в конце марта 2020 года 4 диагноза COVID-19 подтвердили у путешественников, которые ранее отдыхали на острове Свободы, и лишь у одного гражданина КНР. Пассажиропоток и морское сообщение с Японией, Южной Кореей и Китаем можно назвать частыми и постоянными в силу географического положения Сахалина и Курил. По данным Дальневосточного агентства «Восток Today», в первый месяц 2020 года в Сахалинской области смерть из-за болезни органов дыхания была выше, чем в Камчатском крае, но ниже, чем в Амурской области. Но в целом показатели смертности и продолжительности жизни на Сахалине куда хуже, чем в иных округах России. Инфаркты, инсульты и так называемые внешние причины забирают на тот свет гораздо больше людей, чем коронавирус, грипп и пневмония. По информации Роспотребнадзора РФ, с 13 по 19 апреля 2020 года в Сахалинской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, ОРВИ, составил 23,8 на 10 тысяч человек населения, что ниже эпидемического порога на 63,7% в общем и на 36% ниже показателя предыдущей недели. Это объясняется режимом самоизоляции и тем, что юные посетители школ и детских садов в основном остаются дома. В ДЭФ невысокий показатель средней продолжительности жизни среди мужчин, среди сельских жителей Сахалинской области он едва доходит до 63 лет. С учетом такой статистики странно, что не усиливают профилактику и лечение сердечно-сосудистых болезней. По данным на 20 апреля 2020 года на Сахалине и Курилах диагноз COVID-19 подтвержден у менее чем 2 десятков пациентов.